Кристина. Я представляю сегодня редакцию АПНД. Я работаю там, координирую проекты, работаю на конкретном сайте. Занимаюсь новостями, пишу новости. В основном я занимаюсь культурой, молодежными новостями. И сегодняшний немножко проект у нас сегодня кинопоказ. Он касается истории успеха женщин в Грузии. Всего было выпущено 5 фильмов. Сегодня заключительный показ. Другие показы проходили в других местах. Сегодня проходит у нас здесь, в нашем молодежном центре, в общественном центре, который называется еще. И он касается истории успеха Мухины. Она сама из Чешмикёя. К сожалению, не смогла приехать, находится в отпуске сейчас на данный момент, далеко ехать. В общем, там все моменты лето, сами понимаете. И мы покажем сегодня ее историю, расскажем, еще нам ее жизнь замечательно. И мы хотели потом услышать ваше мнение по поводу, не то, что ваше взгляд о том, как наши женщины справляются, какова их роль, в принципе. Здесь у нас большинство женщин, я думаю, что мужчины тоже смогут сказать по этому поводу. Было бы интересно посмотреть. И, естественно, мне тоже надо посмотреть. Я надеюсь, что всем будет интересно. Сегодня даже идиотка Шимана, она тоже героиня, думаю, что я тоже буду что сказать по поводу всего. Так что начнем, пожалуй, вот еще одна участница подходит как раз мы все в сборе. Представьтесь, пожалуйста. Сейчас мы выключим свет, чтобы у нас было такая возможность. Чешмикёй – небольшое село в Гагаузии, где традиции переплетаются с современностью. Именно здесь живет и работает Янна, молодая женщина, которая не только учит детей английскому языку, но и реализует международные проекты, развивающие туризм в регионе. Однако ее путь к успеху не был легким. Вместе с мужем Дмитрием они переехали из города в село Чешмикёй и превратили его не просто в дом, а в пространство роста, перемен и новых возможностей. Город нашего знакомства – это город Камрад. Дима приехал туда учиться, через год приехала я туда учиться, и в университете познакомились. Я приехала сюда, никого не знала, языка особо не знала. Дима работал в Вулканештах с 7 утра до 7 вечера, я обычно была дома сама с детьми. Мы переехали летом, осенью у нас родился 3-й ребенок, и все были маленькие. Рядышком была свекровь, бабушка, но все равно это было сложное время. Адаптация прошла как-то постепенно. Появились какие-то знакомые, появились какие-то занятия. И так привыкла здесь жить. В тот момент, мне кажется, занялись теплицей, овощами. Сказать, что я как минимум раз в месяц с 3 детьми ехала к родителям на выходные. Ну, когда она согласилась, это было существенным знаком. Было тяжело, но так как я преподаватель английского языка, я на это училась, заканчивала университет. Люди из села, когда это узнали, предложили мне заниматься частными уроками с их детьми. И таким образом у меня появилось, кроме какого-то занятия, появились еще знакомые, с которыми я могла поговорить, могла пообщаться. Обычно мы всегда оставались на чашечку чая. И таким образом вот в это время уже, да, мне становилось здесь легче. Я благодарен своей жене за то, что она согласилась переехать в село, и за то, что вовлекалась и поддерживала мою общественную жизнь, и при этом была занята семейной жизнью, домашним хозяйством. Не каждая женщина согласилась бы на это. Учителем я мечтала стать еще с детства, с начальных классов, поэтому решила не изменять своей мечте. Почему я решила именно на учителя иностранных языков? Потому что мне нравились языки. Английский я изучала дополнительно. Вообще поступала на английский и испанский, но так как группа набралась только 12 человек, нас закрыли и перевели на немецкий и английский. Начался с частных уроков, которые я проводила здесь в селе с детьми.
И через некоторое время учитель в гимназии ушла в декрет, и меня пригласили ее заменить. Мотивирует продолжать свою работу, наверное, интерес детей к тем предметам, которые я преподаю. Мотивирует их положительное отношение ко мне, как к учителю. Дети бывают разные, у кого-то бывают способности, у кого-то их меньше. Но мне хочется, чтобы все чувствовали себя в безопасности на моих уроках и чувствовали себя хорошо. Jeans, shirt, skirt, blouse, dress, t-shirt, anorak, trainers. Так, dress — это что у нас? Это платье, T-shirt, кофта, футболка это. Футболка, да. Так, anorak. куртка Так, и куртка и кроссовки. Так, смотри, T-shirt — это у нас футболка, а просто рубашка у нас будет shirt. shirt. Запоминаем, да? Тоже звук shirt. такой shirt, Да. skirt. И там T-shirt, да? Здесь Blouse, blouse и jeans. jeans, да. В гражданском секторе я с 2007 года, поэтому имел небольшой опыт работы в общественной организации с проектами. Поэтому, когда я приехал в село, я искал возможности, чтобы тоже внедрять какие-то проекты в селе и для села. И именно в тот момент как раз появилась программа САРТ, которая финансировала проекты для примарий, и программа «Лидер», которая создавала из сел МИГи, местные инициативные группы. Я помню, когда мы работали над проектом Дома культуры, это недели 2-3 мы с секретарем совета до ночи практически засиживались на работе, писали проекты. И вот жена в это время дома с детьми, со всей работой, со всем хозяйством. Это то посвященное время, которое было проектом, а у Инны в это время было больше нагрузки, больше работы, потому что муж был занят проектом для села. Ну, Инна преподаватель английского языка. Многие проекты, не секрет, это финансируется с Евросоюза, Штатами и многими другими странами, где заявки нужно подавать на английском. И тут нам нужна была помощь Инны. В итоге ей это понравилось, она тоже заинтересовалась. Потом она стала менеджером одного проекта в МИГе. И вот таким образом втянулась и она. Наши проекты были направлены не только на жителей Чешмекёя. Бенефициарами были также и жители Этулии, и жители Когульских сел. И я думаю, это положительно повлияло на них, так как многим мы помогали, можно сказать, реализовать свою мечту, купить необходимое оборудование для начала какого-то бизнеса. Мы видели, как проекты влияют на жизнь людей, как развитие общественных организаций улучшает жизнь людей, как это влияет на их трансформацию, их мышления. И я видела, что и в этом село Чешмекёй тоже в этом нуждается. Очень много было проектов на благоустройство каких-либо территорий в селе. И сейчас, когда проезжаешь, видишь, что там поставлена плитка, что там во дворе школы установлены какие-то скамеечки. И вспоминаешь это время и радуешься, что до сих пор видны результаты той деятельности. Также я очень благодарна жизни, что у меня была возможность организовывать клубы английского языка. Это был также проект на год. В библиотеках мы собирали группы детей в Чешмекёе и в Этулии, и мы проводили с ними клубы разговорного английского. Другим проектом была организация детского лагеря, опять же, с изучением английского языка. Мы арендовали лагерь в селе Этулия, нашли людей, еще преподавателей, поваров, медбрата нашли. И с этими людьми 5 дней мы проводили там с детьми, кормили их, проводили с ними уроки, игры, развлекали их. Это было тоже незабываемое время. Интересно, конечно, было, когда ты вначале объявляешь конкурс, потом ты анализируешь, не один, конечно, анализируешь заявки, которые люди отправили, потом выбираются самые лучшие проекты, потом ты помогаешь людям эти проекты реализовать. И видя, как вначале вроде бы ничего не было, и потом к концу проекта ты видишь уже результат, это, конечно же, очень вдохновляет.
Она всегда поймет, всегда поддержит. Иногда я очень такой рисковый, иногда на первый взгляд могу придумать такие идеи, которые может ее шокировать. Она даже если сначала немножко испугается, повозмущается, но потом согласится и скажет, ну хорошо, давай сделаем. Добро пожаловать к нам в гостевой дом «Херман», единственный гостевой дом у нас в Чешмекёе. Идея создания такого дома возникла сразу, как только мы зашли в этот двор для того, чтобы приобрести этот дом. Когда увидели этот отдельно стоящий домик, сразу решили, что здесь мы сможем принимать гостей, потому что такая мечта была у нас давно. И таким образом этот старенький старинный домик был превращен в место, куда приезжают туристы в основном с Европы в весеннее, летнее, осеннее время для того, чтобы познакомиться с историей, с культурой гагаузов, познакомиться с кухней, с какими-либо традициями. Конечно же, мы им проводим экскурсию по нашему дому, проводим экскурсию по селу, в музее и таким образом пытаемся знакомить людей с таким народом, как гагаузы, который не очень известен, может быть, в Европе. Самая большая трудность, наверное, с которой мы столкнулись, это во время энергетического кризиса у нас в стране, когда очень подорожали все энергоносители, а нам нужно было как-то обогревать дом для наших гостей. И тогда к нам на помощь пришел проект, спонсируемый UNDP, в рамках которого мы приобрели солнечные панели, которые сейчас покрывают все затраты, которые связаны с содержанием гостевого дома. Здесь у нас комната, в которой мы принимаем наших гостей. Мы решили здесь поставить такие старые железные кровати, чтобы можно было показать людям, опять же, как жили гагаузы раньше. Но для удобства наших гостей мы приобрели на них тоже в рамках проекта матрасы повыше, для того, чтобы людям было удобнее на них спать. Зимой реже приезжает к нам гость, но иногда бывает нужно обогреть эту комнату для них. И для этого был установлен кондиционер, который также использует электроэнергию, которую вырабатывают панели. Сразу было очень много волнения, конечно же, но первые туристы, мы им очень благодарны. Это была семья из Дании, родители и 2 маленьких детей, которым мы, кроме того, что познакомили их с гагаузами, дети имели возможность покормить птицу, погладить собачку, они имели возможность собрать яйца. Для них это был очень опыт, который они искали, а мы были очень рады, что они уехали от нас довольными. Здесь у нас беседка, где наши гости принимают пищу, завтраки, обеды, ужины. По желанию мы все им готовим национальные блюда молдавской кухни, гагаузской кухни. И здесь мы организовали совсем небольшой музей под открытым небом для того, чтобы можно было рассказать нашим гостям о том быте, о той жизни, которыми жили предки гагаузов. На столе вы можете увидеть старинную лампу, которую раньше использовали для освещения. Здесь у нас фрагменты костей каких-то древних животных. Чешмекёе славится тем, что во врагах были найдены останки очень древних животных. Здесь корыто для замешивания хлеба, тоже старое, видимо, уже видно, что уже починили его и не один раз. Эта решеточка ставится сверху и накрывается сверху полотенечком тесто для того, чтобы оно могло подрасти, и чтобы можно было потом формировать хлебушек и печево. И здесь у нас, наверное, самый старый, самый интересный и достаточно редкий экспонат. На гагаузском он называется дювень. Раньше он заменял целый комбайн. Люди собирали, когда пшеницу, собирали зерновые, расстилали на землю. Далее проходились большим специальным камнем, называется на гагаузском харман-таши. Пшеница вся опадала, дювенем проходили сверху, и пшеница резалась на небольшие кусочки, ее потом легко было убрать. Он переворачивается вниз. Сюда ставились или камни, или даже дети садились, и запрягалась в лошадь, и дети катались. Для них это было развлечением, но для взрослых, конечно же, помощь. Удается совмещать, так как все виды деятельности происходят в разное время года. Тогда, когда я занята в школе, с сентября по май, обычно у нас нет туристов, обычно мы не заняты пчелами.
А как только мы уходим в отпуск, это время отпусков и для других людей, начинают к нам приезжать люди, и я уже свободна от основной работы, могу заниматься им. Я стараюсь помочь, чем могу, потому что как бы ее профессия немножко не то, что мое, но если нужна какая-то моя помощь, я стараюсь в это помогать, чтобы ей было легче в этом деле. Здесь мы находимся в нашем временном цехе по переработке меда. Мы выиграли проект от организации ЕФАТ на 5 женщин. Мы создали ассоциацию. Я являюсь администратором этой ассоциации. И мы на полученные средства, и также мы должны были вложить свой финансовый вклад, мы приобрели необходимое оборудование для пчеловодства. Здесь у нас распечатыватель, там есть элементы, которые нагреваются, и ножи, и они срезают забрус, рамки с медом. Это оборудование очень сильно облегчает нам нашу работу, потому что каждую рамочку нам раньше было необходимо специальной вилочкой снимать забрус, снимать все эти крышечки, потом вручную медогонку там помещалось только 12 рамочек, нам нужно было вручную ее крутить, опять менять сторонами, с одной стороны она крутится, с другой стороны крутится, а здесь все происходит автоматически, и это очень сильно облегчает наш труд. Здесь у нас автоматическая медогонка на 48 рамок. Здесь есть пульт управления, в котором мы можем установить скорость вращения рамок. И также, что в ней хорошо, что она работает не только от сети, но ее можно брать с собой на поле, подключать к аккумулятору и там производить все необходимые работы. Мы приобрели кремовалку для того, чтобы изготавливать, кроме меда, еще и крем-мед. И вот в этом году, этой зимой мы попробовали. В течение 12 суток наш мед в ней крутился. Она также запрограммирована. 15 минут крутится и 45 минут отдыхает, потом опять включается. И таким образом 12 суток у нас здесь готовился крем-мед. Получился продукт замечательный. Эти проекты помогают нам развиваться, не оставаться на месте. Помогают даже и финансовая составляющая нашей семьи. Мы благодарны, что такие проекты дают нам возможность не оставаться на месте, а идти в ногу со временем. Что делали сегодня в школе? Дети слушались? Как всегда. Как всегда, двойки поставила? Нет, нельзя двойки ставить. В крайнем случае замечание в дневник для родителей. Дети, идите пить чай. Ставь сюда. Дамир, слушался сегодня? Что кушали в столовой? Салат был? Ага. Был и салат. Хорошо. Мальчики ваши слушались? Не подрался? Не подрался никто? Кто будет чай с меда? Я. Немех, ты будешь? Что ты узнала о дяде Пете? Когда он захотел заниматься пчелами? 5 или 4 года назад. Это начал, а когда захотел? Помнишь, что он рассказывал? С детства хотел, да? Это была его мечта детства. Стать пчеловодом, да? Как сегодня физика прошла? Проверяли домашнее задание? Нет. Новая тема была? Нет, мы просто эти задачи решали. На какую тему? А там кинетическая и потенциальная энергия. Интересно? Угу. У меня сегодня была контрольная по русскому. Сложно? Да. Тест был? Нет, изложения. Какие-то еще задания дополнительные? Нет. Успела написать? Мне нравится то, что моя мама это хорошая, умная женщина, которая всегда поддержит. В большинстве случаев она не будет пытаться тебя отговорить от чего-то, хотя может предостеречь, если ты собираешься сделать какую-то глупость. Также она разрешает мне гулять долго, я могу сидеть, играть в игры довольно хорошее количество времени. Но при этом все равно она правильно делает то, что ограничивает немного. По субботам у нас генеральная уборка. Мы вместе с мамой убираемся, разгружаем посудомойку, загружаем. Мы чистим картошку, морковку. Любим играть в морской бой, готовить блинчики, есть блинчики.
Мы с мамой также любим смотреть фильмы, читать книжки. Это бабушка Неля. Это бабушка Нелина мама, бабушка Таня. Папа целое лето занимался ремонтом здесь, в доме у бабушки. Кто эти молодые люди? Это не знаю. Нет, совсем никого? Ну да. История Инны Яну – это пример того, как женщина может изменить не только свою жизнь, но и жизнь целого сообщества. Благодаря ее труду, инициативности и поддержке европейских структур в Гагаузии появляются новые возможности для образования, туризма и развития. Ее история вдохновляет верить в мечты и строить свое будущее, где бы ты ни находился. Она сегодня уже она? Нет, она приехала в это село сама, не смогла согласиться. Она так вот это я прослушала и не сказать. Она приехала откуда, вот это мне... Да. Она приехала из Кантемирского района. Они познакомились в Камрате. Знаете, да, она научилась там, и они жили какое-то время здесь, и потом все-таки решили поехать в село обратно. Дмитрий хотел баллотироваться в примары, и Инна поехала с ним вместе, естественно. В общем, такая крепкая, дружная семья. Если какие-то комментарии, кто-то хочет что-то сказать, я могу передать микрофон. Возьмите, пожалуйста. Без травы. Чистое село, да? Да. Вижу, травы вообще нет в огородах, и очень проект по мусоросвалкам, и все стихийные мусоросвалки были ликвидированы, тоже европейский проект, хотя Дмитрий в нем участвовал, поэтому они вдвоем такие идейные, инициативные, да, то есть они... очень понравилось, первое обратила, это то, что очень чисто, то, что у нас в Камрате нет. Да, урок других населенных пунктов, которые хотят что-то изменить. Получается, я хочу сказать, что я тоже видела первый раз сегодня фильм. Фильм был создан информационной медиаплатформой LoveMD. Это 5 историй успеха 5 женщин Гагаузии. И история Инны Яну очень теплая, очень красивая история. История молодой женщины, которая из города в село переехала жить вместе со своим мужем. История замечательной семьи. Я считаю, что это здорово на самом деле. И каждый из вас достойна успешной истории. Каждый из вас имеет что рассказать, потому что прожили яркую, красивую жизнь. Но вокруг нас очень много интересных людей. И я думаю, что каждый из нас может делать что-то такое, чтобы продвигать культуру, историю Гагаузии и делать достойные, приятные вещи. Кто-то хочет сказать, я передам микрофон. Да, своим опытом, как вы, может быть, в общественной жизни были активными. Я знаю, что многие из вас активны в общественной жизни, до сих пор активны. И тоже, наверное, есть чем поделиться, что рассказать. Я передам микрофончик, кто хочет сказать что-то. Мы с удовольствием послушаем. Такое пространство у нас открытое, не стесняемся. Мы всех выслушаем, всех поддержим, потому что, мне кажется, женщины должны друг друга поддерживать. Мне кажется, это должно быть больше в нашем обществе. Конечно, мужчины нас тоже поддерживают, но мы такое сообщество, которое мы должны держать всегда вместе. И сегодня, мне кажется, один из примеров, когда вот так и случилось. Мы пришли друг друга поддерживать. Ваши впечатления? Понравился, не понравился? Просто ваши впечатления. Понравился. Трудишься, если все получится в жизни благодаря труду. Так что я так считаю. Трудиться надо, и все будет красиво. И вокруг дома, и в жизни, и везде, и в семье. Вот Главное, что они поддерживают. Главное, что они поддерживают друг друга. Все в один. И они сделали красивое село, потому что они там живут, и все в порядок навели. Для себя, для жителей. Я думаю, что все там их уважают. Я думаю, может, они приглашают нас сюда мед покушать, еще как это. Понравилось. Наверное, они пчеловоды, поэтому у них, наверное, это мед. А вообще про это село, вот вы заметили, девочки,
Я это село знаю еще со времен прошлого века, так скажем. Была в этом селе и была очень удивлена. Дома действительно совсем другие, не так, как у нас в Камрате. Люди совершенно другие, не такие, как в Камрате. Мы их называли аристократы. Вот они крестьяне, да, а у них поведение все как у аристократов. Это очень... вообще Вулканешский район считался таким. Да. Когда-то. Я была, как бы, мне кажется, каждый населенный пункт отличается друг от друга, есть особенность в каждом населенном пункте, и люди вот имеют свой какой-то вот менталитет, который соответствует этому населенному пункту. Мне кажется, хорошо подметили этот момент. Я что никогда не пробовала этот крем-мед, но он должны угостить нас, если мы придем. Все, мы будем обязательно. Давайте перейдем дальше. Что за крем-мед? Скажите, пожалуйста. Она закончила университет, и действительно, как Катя говорит, что видно парня такого, как аристократа, и она рискнула все-таки поехать в село. И молодец, такая семья у них, проекты, она участвует в проектах, выигрывает проекты, и домик они очень хорошо сделали для туристов. Ну, надеемся, что, может, пригласят нас, мы пойдем обязательно. Мы возьмем на заметку, на самом деле, хорошая идея, далековато ехать, вот это вот единственная проблема, что очень далеко ехать. Я поставлю вот сюда. Да. Если хотите тоже. Это вот мама нашей предыдущей героини, Лидии Осташ. Сегодня пришла тоже поддержать другую героиню. Это очень похвально. На самом деле, если пару слов можете сказать о вашем участии в съемках, может, расскажете, как это было, да. Расскажите, пожалуйста. Ну, что мне сказать, моя дочка тоже участвует в этом проекте. Я благодарю таких женщин, которые смелые, и кроме своей основной работы, они еще имеют время на другую работу, на написание проектов. В этом фильме героиня очень активная, но помимо этого ее муж очень поддерживает ее. Он тоже участвует в проектах, мы с ним местной инициативной группой, я являюсь участвую в гражданском секторе села Камышик, он тоже, Чешма Судулы. У вас ник, местная инициативная группа? Да, местная инициативная группа, поэтому давно знаю их, молодцы. Как бы трудолюбивые, открыли в селе музей, или что-то, и музей, и гостевой дом Харман. Я благодарна таким людям. Маленькая Грузия, все связаны, все знают друг друга. Мы знаем все друг друга. Ты там крем-мед ела? Не ездила туда крем-мед? Крем-мед не пробовали, спрашиваю? Я крем-мед пробовала, я ездила везде, всюду есть это. Нет, я что нет. Ну, я думаю, мы тоже пришли, раз мы здесь. Можно организовать поездку и увидеть Я видела, что интересно, поэтому да, туристический центр там, да. На самом деле восхищает Честно говоря, я первый раз слышала крем-мед за это. Как первый раз, тут тоже божественно. Я просто не обращала, не попадала мне, что действительно крем-мед. Может, был, но мы не знаем. Да. Я честно восхищаюсь женщинами, которые и семья, и работа, и все успевается. Это просто героизм, на самом деле, я считаю, кто вот успевает все. Вот это вот у меня просто даже в голове-то не укладывается, но я считаю, это похвально. Да. Замечательно. Вот мы не знали, получается, я бывала, ну, конечно, так, что прямо вот подробно вот это вот сказать. Да. Спасибо большое. Дядя Ника я знаю более 20 лет. Он еще студентом тут был, и он работал в ВКонтакте. Еще не был женатый. Я удивилась, у него уже такие двое детей. Вроде как недавно уехал в родное село жить, и сегодня у него уже такие большие дети. Я радовалась, когда он показывал, что они разводили страусов. Страуса разводили, и я наблюдала за этим, мне очень нравилось это. Яйца продавали. Молодцы. Активная молодежь. Так что я радуюсь за их успех. Да, Дмитрий, Яна. У меня пора иметь голову, везде воспитать, везде смотреть. Так что я очень рада, что сняли и показывают успехи, хороший успех. Главное, что детей воспитали, большие дети. Они ездили
ездят много за границу, я наблюдаю тоже за ними, как они туда обмен опытом, ездят, они много. Так что... Спасибо, что пришли. И если вы по вашим впечатлениям, да, если что-то поделиться с вашей какой-то историей, может быть. Почаще, чтобы мы встречались, потому что иногда мы сидим в своей кредитке, закрытые, и не все же вообще такие бывают. Ну, ты как не сидишь. Поэтому ты хочешь чаще выходить, а иногда ты сидишь, чаще хочешь выходить. А еще работаете? Да, вообще. Давайте тогда переходим к обсуждению ваших мероприятий, да, да, чтобы обсудить, что проводить в будущем, если уже запрос поступил, чтобы нужно чаще собираться, чтобы сделать. Да, переговоры. Спасибо большое за просмотр. Спасибо за дискуссию.